Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Тема сегодняшней передачи – благоустройство города Якутска. Ну и сегодня мы поговорим больше об охране памятников города Якутска. И в нашей студии в гостях Андрей Анатольевич Высоких, председатель Якутского городского отделения ВАПИК. Положено, как это все делать? Есть правила благоустройства, где территория обозначена каждому хозяину, где он должен наводить порядок. Хозяин города же, да? Мэрия, нет? Да. И она должна контролировать этот процесс. Да. У нас есть департамент, так сказать, которому переданы все общественные пространства, который должен быть там уборка территории, ремонт скамеек, тротуаров, что там, то есть все должно быть в соответствии. Но вот где они, за что они отвечают, я не знаю. Вот я задал вопрос многим, кстати, таким людям, далеко не приезжим вчерашним. Сколько у нас памятников в городе Якутске, сколько стоит бюстов в городе Якутске? Хотя бы примерно. Больше 100. И каждый год их еще 3-5 рождаются. И ставят где-нибудь перед ним. Давайте здесь, а давайте здесь. Некрасиво, давайте тогда здесь. А в правилах охраны памятников или архитектурных правилах есть такое понятие? Вот здесь улица, и там должен быть памятник. Вообще у нас есть такое, давайте создадим сквер. В этом сквере будет памятник. И у нас памятник, я говорю, на градсовете спрашиваю, хорошо, вот они хотят поставить памятник там, своему родственнику, то ли какому-то знаменитому человеку. Сколько деревьев и цветов вокруг они посадят? Ответ, знаете, какой? Нисколько, у них денег на это нет. Я говорю, так давайте, пока они не посадят, не вырастет 100 деревьев, не разрешать им ставить памятник. Вообще, я бы объявил мораторий на 5 лет, ни одного памятника не ставить. Давайте родим правила правильные, да, как их ставить, и найдем хозяева на каждый существующий памятник, чтобы за ним ухаживали. В жилищном кодексе, понятно, управляющая компания за это, за дом отвечает. А за памятники кто отвечает? Памятник сам себя. Как это? А кто еще? У нас нет ответственных лиц. Нет. В прошлом году отпилили у нас Дежнева. И? Потому что он никому не нужен. Где стоит бюст Бестужева-Марлинскому? В сквере Бестужева-Марлинского. Правда, в этом сквере кроме него ничего не стоит. Да, он, кстати, требует уже достаточной реставрации. Или герой России Рыжикову. Я был недавно в этом сквере, вроде все хорошо, но сам памятник уже пришел не год. И вот пока мы не наведем правила ухаживания за хотя бы этими, они тоже называются памятниками, да? И далеко не каждый памятник вообще стоит на учете. Должен же реестр памятников. Пытаются сделать. Пытался его делать департамент охраны памятников, но сейчас подписан уже указ Дархана о том, что ликвидировать этот департамент. Ведь когда ты приезжаешь в Москву, к примеру, там же реестр памятников сразу, и даже в Двагисе. А здесь? И за это кто отвечает? Нет, у нас же есть правила благоустройства, значит мэрия, нет? Наверное, да. Больше ничего им сказать не могу. Все, понимаете, вот сегодня есть мэрия, сегодня есть у нас округа, да, которые имеют право выписывать штрафы за, опять же, благоустройство. Вот стоит безобразный дом. Подходишь, говорит, это мой частный дом. Хотите на этом месте строить? 30 миллионов мне давать там или 50? Любую цену можешь назвать. Хорошо, это ваш дом. Господин Желнин, да, например. А почему вы не красите фасад, согласно нашего постановления мэрии? Почему вы не вывозите мусор? Куда вы деваете свой сухой мусор, мокрый мусор? Где ваши фекальные отходы? То есть такого контроля нету вообще? Может быть, он есть, но никто не хочет связываться. Тебя могут штрафовать, выписать тебе штраф, 2-й, 3-й. Но все эти деньги идут не муниципалитет, а федеральный бюджет. Кому интересно выписывать эти штрафы? Как? Благоустройство, правила же города Якутска. Есть федеральный закон, который нельзя тоже Вот если бы выписанный штраф департаментом, например, округом центральным или каким-то другим, вот он выписывает на 10
1000 штраф тебе, 1000 тому, кто выписал штраф, ну, как поощрение, там, 5000 округа, остальное муниципалитета. И тогда все округа выписывали сотни этих штрафов. И за гаражи, и за неубранный мусор. Нужен как бы и надзор и контроль за за территорией города, или вот в данный момент мы о памятниках говорим, да? И о памятниках, и о зеленении, и о всем остальном. Как у нас сейчас на 202-м, на углу Ларионова и Саронумова поставили памятник. Да, может, он выдающийся человек. Но там кроме травы дикой ничего не растет. И даже лампочки уже не включают. Первые там полгода еще включали вокруг него. Все, отчитались, деньги взяли, трава не растет. Вот я это называю, как грубо, конечно, оскверним город скверами. Вот по-другому никак не назвать. Не называйте это сквер. Назовите как угодно. И у нас эти памятники, вот вопрос, на Комсомольской площади сколько памятников? Ну, я знаю комсомольцам, которые, кстати говоря, не реставрируют уже какой год, я об этом сюжет писал, а делал. И Романову, Дмитрию Романову там. Ну там еще женщине какой-то стоит тоже голова. Ну, я так не заметил, но, наверное, ну, есть. Вот, то есть мы выдумываем памятник, а потом ищем место, где им поставить, где его воткнуть. Вот сейчас опять, ну я знаю, там памятник одному человеку, второму, опять на городсовет нам подают, городсовет, естественно, не может сопротивляться. В градостроительном совете города Якутска, да, решают, где быть памятник, но почему-то никто не решает, кто будет за ним следить, на чем балансе он должен находиться. Это уже не наше дело. И все так говорят, это не наше дело. А чье это дело? Родственников, наверное. Ну, логически-то. Как родственник? Ну, вы же за могилку ухаживаете своих родственников. Ну и за памятником также должны ухаживать, если вы его ставите. Нет правила по установке памятников? У нас много чего нет. Или есть, но никто об этом не хочет знать. Все знают свои права, но никто не знает своих обязанностей. Вот я говорю про частника. Вот он знает, что ему обязан то, обязан то. А то, что он обязан, никто не знает. Ну, а в данной ситуации какое предложение у вас? Я бы вот объявил мораторий на вообще установку памятников там, на 3-5 лет, пока мы не найдем порядок с тем, что уже есть. У нас этих табличек, если раньше вот эти таблички, так сказать, на домах, как бы тоже согласовывались там, с художественным фондом и так далее, то сегодня просто идут в ритуальное агентство, заказывают вот такую табличку в памяти там, своего дедушки, который был знаменитым доером или еще кем-то, я не знаю, и вешают. Вот. И вот у нас, вот пройдите по городу, ну кладбище просто, кладбище. И кругом эти, потому что вот опять же надо доказать родственникам, там еще кому-то, они вот кажется. А что ты в этом плохого? Я не вижу. Ну, плохого может быть ничего, но сегодня такое вот уродство. То есть там, если раньше делали какой-то размер, какой-то художественный смысл, да, то сейчас вот просто вот как нравится, так и делаем. Ну, в советское время было стандарты, там ну, права... Еще раз говорю, сегодня нет художественного фонда, и, точнее, с ним никто не советуется, идут просто в ритуальное агентство, делают замечательные доски, и что хочешь там тебе сделать, и памятник в полный рост и так далее. То есть у нас нет реестра. Реестра памятников нет в столице Якутии. У нас нет достопримечательных... Не, но они есть, достопримечательные. Опять же, это нету, определенные обязанности. Там То нету... есть, вот, сделали Талое озеро, замечательно, вложили деньги, красиво сделали. Кому передали на баланс? Что с ним дальше идет? Таких вот общественных пространств у нас в городе много. В свое время вот, улица Ярославского напротив, там вот это... есть территория пустующая, все, общественное пространство, давайте отдадим кому-то ИПшнику, пускай он там поставит контейнера, то есть даже был какой-то проект, там, пускай кофе продают и так далее, но ради бога. Прошло 5 лет, там ничего нет, трава растет. И таких мест тук-тук-тук-тук, сплошь и рядом. Ну, в правилах-то благоустройства, наверное, прописано, нет? Вот сколько общественных туалетов в Якутске? Ну, я насчитал 2. В наше холодное, так сказать, время, так сказать, это очень, так сказать, проблематично. Почему-то, опять же, такая тема, никто о ней не хочет говорить, никто не хочет ее решать. Почему-то. Нет, у нас синие туалеты привозят, когда какие-то мероприятия. Ну да, привозят. А потом увозят. А территория-то остается. Площадь Победы. Летом посмотри, сколько там народу. А где туалет? 9-й корпус на дамбе. Все замки сломаны. Серьезный вопрос по благоустройству, и он затрагивает, мы его затрагиваем не для того, что нам так хочется.
Если город хочет стать самым лучшим городом на вечном излоте, эти вопросы надо ставить и решать. Было такое большое совещание. В 1932 году будет 400 лет города Якутска. И мы к 1932 году уже обозначили, что не будет у нас ни одного аварийного деревянного дома двухэтажного, которых больше 1000 на самом деле, да, в городе Якутске. На самом деле. Что-то еще. Вот конкретно по охране памятников мы сегодня говорим о восстановлении Троицкого кафедрального собора, там еще каких-то объектов. Вот Залог обязательно, старый город 2, мы его говорим, Залог, да, к 1932 году тоже восстановить. Но помимо этого надо же еще вот сделать что-то многое, в том числе и воспитать людей. Вот мне понравилось Пекин, когда они готовились к Олимпиаде. Знаете, что отучили первых китайцев? Плевать на улице. Они не плюют больше на улице, потому что были большие штрафы. Только штрафами? Только штрафами. И вот если мы начнем штрафовать всех вот за вот эти дела, тогда начнется понимание того, что так не надо делать. Ну не знаю, какой правильный выход, кроме как моратория? А давайте у депутатов спросим. Мы их выбрали, они там нахватали портфелей, они нам пообещали. Как там это знаменитый лозунг? Народу столько наобещано, а ему все мало. Пускай депутаты думают. В конце концов, они же пришли в Думу для чего-то. Не для личной же выгоды они пришли, а чтобы сделать лучше горожанам. Вот пусть они сделают, задайте им вопросы. Дорогие депутаты, вот вам задали официально СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» вопрос по поводу охраны памятников. Я специально в этой программе не показывал всех памятников. Да и если вам сильно интересно, вы просто пройдитесь по городу и посмотрите. И увидите, в каком состоянии они. В первую очередь надо отвечать за то, что нам дано на сохранение, правильно? Да. А если мы не можем, то может распишемся и скажем, да, мы не можем. И предлагаем вам, уважаемые жители города Якутска, этим заняться на таких-то, таких-то условиях. И все. Я правильно сказал? Ну, наверное, да. С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жилнин. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ.